конце 2010 года появилось видео, на котором жестоко убивают двух котенков, что вызвало общественное возмущение. В следующем, 2011 году, были опубликованы еще два видео, на которых Лука Магнотта, психопат с отклонениями, совершал акты пыток и жестокого убийства котов. Когда жестокого обращения с животными стало недостаточно для утоления его зверских инстинктов, он разработал план убийства человека. Все эти действия были направлены на удовлетворение его болезненной жажды славы. После совершения преступлений он продолжал совершать множество отвратительных и рискованных поступков, чтобы его имя стало широко известным. Во второй части мы вместе посмотрим видео, на котором записано настоящее убийство, и объективно проанализируем его, не скрывая никаких деталей, чтобы все могли увидеть события в их наиболее правдоподобном виде. Затем я подведу итог всему ходу расследования по хронологическому порядку, чтобы вы могли получить более ясное представление. Примечание. Содержание видео может вызвать стресс и не подходить для многих людей. Если вам становится неприятно, пропустите детальные описания и перейдите к следующей части видео, чтобы увидеть действия преступника после совершения преступления. Позаботьтесь о своем психологическом здоровье и прекратите просмотр, если чувствуете себя плохо. Начиная с 24 мая 2012 года, мы можем видеть, как в 10 часов вечера Лука, мужчина в желтой футболке, возвращается в квартиру, которую он арендовал 2 года назад, прежде чем начать пытки кошек и публиковать видео в интернете. Эта квартира находится в Торонто, Канада. Позже он переехал в город Монреаль, также в Канаде. После того, как оба поднялись в комнату, мужчина в желтой футболке был накачан наркотиками и прочно привязан к кровати. На стене над кроватью висел постер фильма «Касабланка», и именно здесь совершилось преступление. Лука снял весь процесс на видео длиной 10 минут. Ниже я подробно опишу, что произошло в эти 10 ужасных минут. Первую минуту он нежно поглаживал свою жертву, трогая ее лицо и тело. На тот момент жертва была в бессознательном состоянии, без одежды и крепко привязана к кровати. Если вы смотрели первую часть, то, наверное, заметили, что это его привычный стиль действий. Он поступал точно так же и с бедными кошками ранее. С первой по вторую с половиной минуты он продолжал наносить удары отверткой в живот и грудь жертвы. Затем он снял крупным планом раны, которые он нанес отверткой, а затем снял кадры головы жертвы, которая была отрублена, оставшись лишь слегка прикрепленной. Он продолжил делать надрезы ножом по телу мертвеца. С 3 минут 50 секунд он играл с головой жертвы в ванной. Из 4 до 5 минут он положил труп лицом вниз и снял крупным планом, как он использует нож, чтобы резать, пока рука жертвы не оторвалась. С 5 минут до 5 минут 50 секунд он держал отрубленную руку жертвы, чтобы играть с ней. Затем поместил руку в интимную зону трупа для совершения акта мастурбации. С 5 минут 50 секунд он заснял общий план трупа, у которого были отрезаны обе руки, обе ноги и голова, осталось только туловище. В 6 минут 15 секунд он совершил половой акт с обезглавленным трупом без рук и ног. С 6 минут 45 секунд он положил труп лицом вниз, использовал нож и тарелку, чтобы отрезать кусок мяса с ягодиц и съел его. В 8 минут 21 секунду появилась черно-белая собака. Собака была очень голодна, и он накормил ее мясом из трупа. Собака укусила обнаженное мясо в месте, где была отрезана нога. С 9 минут и до конца видео он использовал бутылку, чтобы неоднократно проникать в анальное отверстие трупа.
После совершения преступления, на рассвете 25 числа, он вышел на улицу. На нем была желтая рубашка жертвы. После того, как он купил несколько вещей, он вернулся с узлом в руке. Давайте обратим внимание на это действие. Он посветил фонариком в зеркало и поправил волосы. За несколько минут до этого он только что лишил жизни человека и совершил жестокие действия. В данный момент части мертвого тела все еще разбросаны по комнате, но он все равно спокойно остановился перед зеркалом, чтобы поправить прическу. Эта деталь ясно демонстрирует холодность и жестокость этого психически больного убийцы. Как мы уже узнали в предыдущей части, Лука – нарцисс. Видно, что к этому моменту его болезнь развилась до такой степени, что он полностью утратил человеческий облик. С 2 часов до 4 часов утра он неоднократно выходил на улицу, чтобы выбросить по одному маленькому пакету с мусором. Это были орудия преступления, окровавленные предметы и другие улики на месте происшествия. Он пытался стереть все следы своего преступления. В следующий раз он появился в час дня. На нем были надеты синие перчатки. Очевидно, он использовал чистящее средство, чтобы вытереть пятна крови в комнате. Затем он пошел купить какие-то вещи и вернулся в 2 часа 17 минут. Он не забыл привести себя в порядок перед зеркалом. В 5 часов вечера он спустился вниз, чтобы избавиться от груды одежды и ткани, а затем направился в почтовое отделение Монреал. Камеры наблюдения на почте зафиксировали, как он отправил 2 посылки. Мы узнаем содержимое этих 2 посылок 29 числа. В половине 8 вечера он вернулся домой. К 10 часам вечера он снова вышел, чтобы выбросить еще больше одежды и ткани. Утром 26 числа, в 5 часов, он надел футболку с изображением Микки Мауса и избавился от последнего предмета – ноутбука, который он использовал для загрузки видео в сеть. Сразу после этого он сел на рейс в Париж, Франция. — 27 числа он приземлился в Париже. Множество камер безопасности зафиксировали его изображение в аэропорту. Тем временем в Канаде преступление еще не было обнаружено. Вы задаетесь вопросом, почему он выбрал Париж в качестве места укрытия. Вспомните постер к фильму «Касабланка», который он повесил на стену во время совершения преступления. Это начало фильма «Касабланка». А вот и финальная сцена фильма «Касабланка». По этому элементу мы можем ясно увидеть безумие и стремление к самовыражению убийцы. После совершения преступления он намеренно оставил следы, бросая вызов правоохранительным органам. Как я уже говорил в первой части, он был зависим от ощущения преследования. 29 числа, пока Лука скрывался в Париже, в Монреале, Канада, полиция обнаружила чемодан с телом без головы и без ног. После тщательной проверки собранных мусорных контейнеров полиция нашла множество улик, связанных с преступлением, и начала расследование. Однако ситуация осложнилась, когда штаб-квартира канадской консервативной партии получила посылку с завернутой в розовую бумагу левой ногой и провокационным стихотворением. Не остановившись на этом, вскоре в штаб-квартиру канадской либеральной партии была отправлена еще одна рука. Жестокие действия Луки потрясли весь мир. — 30 числа Интерпол выпустил международный ордер на арест 1-го уровня против Луки Магноты. 31 числа он сел на автобус из Парижа, чтобы скрыться в Берлине, Германия. 1 июня 2012 года, по информации о пропавших без вести, полиция установила, что жертвой является Джун Лин, 34-летний китайский студент и гей. В тот вечер Джун Лин встретил Луку с целью найти краткосрочные отношения и согласился участвовать в съемках фильма по его предложению. Он не знал, что это будет фильм,
который зафиксирует его собственную мучительную смерть. 4 июня 2012 года, наконец, побег Луки Магноты закончился. После 2 лет укрытия в интернете и почти полумесяца бегства после совершения преступления, этот убийца был арестован в Германии. Несмотря на попытки скрыться в далекой стране, его эгоизм и стремление к славе все же не смогли быть сдержаны. Он был арестован в интернет-кафе, когда сам искал свои фотографии на сайте Интерпола. Иронично, что человек, который тщательно планировал свой побег, сам разрушил все из-за своего высокомерия. Только через месяц, 1 июля, полиция нашла разложившуюся голову Джуна Лина в одном из парков Монреаля, завершив это ужасное дело. Документальный фильм «Don't Fuck With Cats» на Netflix подробно рассказал об этом деле, включая надпись, найденную в шкафу, где Лука убил Джуна Лина, и значение 2 писем. Что вы думаете о этих деталях? Что Лука хотел передать через эти слова? Поделитесь своим мнением в комментариях. К сожалению, в обществе существуют такие люди, как Лука Магнота, которые готовы жестоко убивать животных и людей только ради удовлетворения своей извращенной страсти и жажды славы. У него было множество серьезных психических расстройств, но, к сожалению, никто не заметил этого и не помог ему вовремя. Через это дело я не могу не задуматься. Если бы в тот день, когда он выкладывал жестокие видео в интернете, никто не обратил внимания, никто не осудил, никто не удовлетворил его извращенные желания лайками и комментариями, был ли бы Джун Лин вынужден пережить такую же трагическую судьбу. Спасибо, что посмотрели мое видео. Если оно оказалось полезным, поставьте лайк, подписывайтесь и включите уведомления, чтобы поддержать канал. Я продолжу делиться другими историями, чтобы вместе с вами исследовать скрытые стороны общества. До свидания и до скорой встречи.